Великосветские рауты, алкоголики в подворотне, старинные пышные наряды и кроссовки с джинсами, венецианские дворцы и серые захолустья. Все смешалось в любовном напитке Гаэтано Доницетти. Прошедшие выходные в Татарском театре оперы и балета состоялось открытие сезона. Премьера оперы в постановке Юрия Александрова. В прошлом сезоне он поставил здесь же оперу «Севильский цирюльник». Она также отличалась новаторским подходом, но новый спектакль можно назвать по-настоящему экспериментальным и дерзким. Как, казалось бы, несовместимые ингредиенты соединились в любовном напитке, и какой эффект он произвел на публику, увидела Полина Кострицкая. Еще до начала оперы самые любопытные зрители могли заглянуть в оркестровую яму и увидеть готовящийся для них сюрприз. Эта конструкция во время спектакля поднимается, и артисты поют не только на сцене, но и перед оркестровой ямой. А кто-то из героев даже внезапно оказывается прямо в зрительном зале. Красочная увертюра с пышными декорациями и костюмами, конечно, тоже весьма оригинальными, еще не предвещает экспериментального взрыва оперы Доницетти. Автор сценографии – петербуржец Вячеслав Окунев. Но вот на венецианском карнавале, отражающемся в зеркалах, появляются современные туристы-китайцы во главе с экскурсоводом. Это не Марина в исполнении Нурлана Бекмухаметова, экс-солиста Татарского оперного театра, а ныне солиста Московского театра «Новая опера». В центре внимания надменная капризная принцесса Адина. Евгения Афанасьева поет эту партию в своем театре в классической постановке любовного напитка. В Казани ей удалось примерить на себя образ совсем другой Адины. Это девчонка с улицы, которая действительно знает, что хочет от этой жизни. Материальный аспект для нее не самый последний. Но все-таки любовь к простому парню не Марина. Она действительно побеждает. В каком бы времени ни происходила постановка, а любовь, она, в общем, всегда одна и та же. Венецианский карнавал неожиданно прерывает вполне себе современный жулик Дулькамара. На месте Венецианской площади из-под земли вырастают грязные серые дома и подворотни, бочка с пивом, алкоголики-картежники. Сцена наполняется множеством событий и персонажей. На переднем плане Дулькамара и его подельники впаривают простому люду чудодейственные средства от всех болезней. Маркетинговые, так сказать, приемы у него точно такие же, как в наше современное время. Он берет какой-то товар, зачастую совершенно ненужный, и начинает его впаривать. Сталкиваются два театра. Театр классический и театр современный. Здесь все штампы, я бы сказал, это мое мнение, современного театра высмеяны в этом спектакле. Балансируя на грани между пошлостью и юмором, режиссер стремится показать эволюцию любовных отношений, сравнить прошлое с настоящим, где-то помочь зрителю узнать себя и напомнить, как прекрасны романтические приключения и ухаживания прошлых эпох. Юрий Александров создал 80 постановок опер Доницетти, и, конечно, у него есть собственный рецепт любовного напитка. Через несколько дней исполнится 40 лет моих супружеских отношений с женой. И я считаю, что это великое завоевание, когда ты понимаешь, что ты нашел избранницу на всю свою жизнь. Любовный напиток Доницетти в постановке Юрия Александрова превратился в коктейль классики и современности, грубого фарса и изящных нарядных сцен, примитивности и прекрасного бельканта и вечной музыки. Режиссер предлагает зрителю выбрать, что ему ближе, а в конце спектакля намекает, что ему самому по душе романтика. На сцене вновь появляется старинная Венецианская площадь. В конечном счете, все это одна большая шутка, а немного хулиганства в классике допустимо. Ведь, как в финале заверяет зрителя хор, сам маэстро Доницетти был влюблен и пьян бывал. Полина Кострицкая, Андрей Центальцев, столица.